Доброе утро, Якутия. Это «Утро Якутии», телеканалы «Якутия-24» и НВК «Сахак». Катерина Винокурова, Павел Танин. Вместе вновь встречаем очередной день, очередное утро. Пытаемся вас, не пытаемся, я думаю, успешно мы это делаем, пробудить вас и настроить на позитивный лад всего оставшегося дня, который вот только-только начался. Доброе утро. Ученые обнаружили, что если с утра в течение 3 минут облучать глаза пациентам с близорукостью вспышками красного света, то их зрение может улучшаться. Описание эксперимента опубликовал научный журнал Scientific Reports. Да, подобная терапия, по словам исследователей, она, в принципе, не такая дорогостоящая. Ее можно проводить абсолютно, в принципе, в любом помещении, уж тем более в любом кабинете глазного врача, офтальмолога. И считают ученые, что, да, такая терапия очень положительно может сказаться на зрении пожилых людей, близоруких и предотвратить дальнейшую деградацию зрения. А у меня вот есть свое научное, так сказать, исследование. Если с утра час смотреть «Утро Якутии», то утро у вас и день будут просто замечательными. Да, хорошая новость была про зрение. Мы не зря начали эфир с научной новости. Сегодня в России отмечается День науки. И поэтому сегодня мы будем говорить о достижениях в этой сфере. Ну а прежде чем начнем все это, конечно же, в честь такого праздника хочется всех людей, связанных с наукой, так или иначе, научных сотрудников, руководителей научно-исследовательских институтов поздравить с профессиональным праздником, пожелать дальнейших научных побед. И, конечно же, наука всегда двигала цивилизацию к развитию. Так что, дорогие наши ученые, продолжайте в том же духе, развивайте нашу жизнь. Ну а начинаем мы наш эфир с рубрики «Даты и события». Все, чем запомнится день 8 февраля в истории. На календаре 8 февраля. Сегодня отмечают День российской науки, Всемирный день безопасного интернета, День воздушных змеев, День подбрасывания монетки. По народному календарю в этот праздник принято чтить память преподобного Федора Студита, игумена. В старину этот день наделялся мистическим смыслом. Считалось, что умершие могут покидать свои могилы и навещать живых родственников. Чтобы защитить дом от духов, люди проводят специальные обряды. Кладут под порог топор, развешивают ветки рябины или пучки крапивы, приглашают чужих людей на ночевку. Также в этот праздник принято молиться святому Федору об избавлении от боли в груди и желудке. События в этот день. По повелению императора Петра I указом правительствующего Сената учреждена Российская академия наук. Дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через 2 дня скончался. Американский изобретатель Морзе впервые публично представил систему электромагнитного телеграфа. В 1988 году Михаил Горбачев объявляет о выводе советских войск из Афганистана. В этот день родились Жюль Верн, французский писатель и географ, один из родоначальников жанра научной фантастики. Дмитрий Менделеев, русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог. Вячеслав Тихонов, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Ирина Муравьева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Роман Костомаров, российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России. Именины сегодня отмечают Ян, Федор, Теодор, Семен, Петр, Клим, Иосиф, Иван, Давид, Гавриил, Аркадий, Мария. Несмотря на то, что специалисты активно призывают использовать защитные маски в период пандемии, у них все равно имеются слабые места. Они очень неплотно прилегают к щекам, оставляя зазоры. Именно через них частицы коронавируса способны попасть внутрь человека, вызвав заболевание. И ученые нашли способ исправить это. Оказалось, что достаточно закрыть зазор, использовав обертывание маски куском колготок. Эластичный материал плотно удерживал эту маску на лице. Единственное, что сами добровольцы заявили о дискомфорте, а сам способ затруднял возможность говорить, а иногда даже видеть. Тем не менее, обращение к эффективным, но неудобным лайфхакам может иметь смысл в ситуациях с высоким риском, когда, в принципе, имеет смысл пожертвовать комфортом ради безопасности. Ученые из Кембриджа надеются, что их эксперименты подстегнут интерес и других исследователей в деле улучшения уже существующих способов защиты от коронавируса, а также зададут направление для экспериментов.
Интересно, а над какими научными разработками сейчас работают наши молодые якутские ученые? Об этом и не только мы сегодня будем говорить с Иваном Троевым, директором Арктического инновационного центра Департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета. Иван Петрович, доброе утро. Здравствуйте. Иван Петрович, над какими сегодня экспериментами, над какими трудами, исследованиями работают, собственно, ученые молодые? Из передовых, конечно, в первую очередь хочется обозначить новые материалы. Ученые разрабатывают новые устойчивые материалы к трению, устойчивые к низким температурам. И уже выходят на использование в разных сферах жизнедеятельности и промышленности. В частности, это лаборатория полимерных нанокомпозитов. В прошлом году наш резидент с этой технологией стал резидентом инновационного центра Сколково и впервые, можно сказать, достигли устойчивости резинотехнических холстомерных материалов при температуре ниже 60 градусов. Очень активно развивается нанотехнология, да, и долгое время наши ученые наращивали оксид графена, и с прошлого года очень активно начали появляться такие проекты, как умный текстиль, датчики влажности, сенсорные пленки. И это все разрабатывается у нас в Северо-Восточном федеральном университете в лаборатории графеновых нанотехнологий. И я думаю, что в ближайшее время, может быть и в этом году, может быть через год, уже на прилавках высокотехнологичных магазинов появится наше устройство с материалами из оксида графена якутского производства. Много лет ведет деятельность по изучению здоровья, общественного здоровья, здравоохранения, показателей качества жизни медицинским институтом. И в прошлом году была открыта лаборатория, которая будет заниматься разработкой новых технологий диагностики наследственных заболеваний. И также подготовлены кадры для, можно сказать, с молодыми кандидатами наук до 39 лет освоены технологии геномного редактирования. Это перспективное направление, которое вы, наверное, слышали, такой термин, как CRISPR-Cas9. Эта технология позволяет менять ДНК человека, если есть какая-то, допустим, мутация или там какие-то генетические заболевания. Как мы все с вами знаем, в прошлом году наша республика победила на конкурсе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о создании научно-образовательных центров мирового уровня. И в прошлом году наш центр, созданный указом главы республики НОЦ «Север» мирового уровня, получил такой статус. И это позволило нам открыть 3 молодежные лаборатории, которые в приоритетном порядке в интеграции с институтами республики, с организациями сектора экономики будут проводить прикладные исследования и разработки. Это лаборатория вычислительных технологий, моделирования многофизичных и многомасштабных процессов крилитозона. Лаборатория действует, работает у нас в университете 4-й год и является таким гармоничным продолжением реализации мегагрантов, полученных университетом еще последние 3 года. Вторая лаборатория – это полимерные композиты для Севера. Здесь речь идет о создании упомянутых мной ранее
технологии разработки эластомерных морозостойких материалов, а также сейчас активно практикуются новые материалы для медицинского применения. В частности, это сверхвысокомолекулярный полиэтилен для имплантологии, создания искусственной костной ткани, искусственных суставов и других имплантов, совместимых с организмом человека. И очень хорошие испытания доклинические на животных сейчас проходит вот биотехнологический матрикс на основе полилактида, разработанный этой же лабораторией, на который мы пересаживаем живые клетки кожи человека, вот, которые в последующем станет основой разработки технологии искусственная кожа. Искусственная кожа. Вот. Иван Петрович, да. мы видим, что работа идет полным ходом, проекты развиваются, да. Все-таки вот как-то пандемия сказалась на работе, на темпах исследований? Как-то она влияет или не сказывается совсем? Ну, конечно, нельзя сказать, что никак не повлияло. Конечно, повлияло в какой-то степени чисто организационно, может быть, пандемия помешала, но лично я хочу отметить, что в какой-то части пандемия, может быть, даже простимулировала. Она поставила перед нами новые задачи, новые вызовы, которые нужно преодолеть. В частности, были начаты новые исследования в области биофармацевтики, разработки новых лекарственных препаратов на основе лекарственных дикоросов Якутии. И глубоко начали изучать вот, иммунологический статус конкретных определенных категорий населения, да, поэтому я думаю, что пандемия в какой-то степени простимулировала появление новых исследовательских задач, исследовательских направлений. Иван Петрович, Конечно. пользуясь случаем, у вас сегодня, да, есть возможность поздравить своих коллег, научное сообщество с праздником. Да, большое спасибо. Я поздравляю всех своих коллег с Днем российской науки. Ну, конечно, желаю больше созидания, больше такой вот энергии энергии творческой. И я думаю, что новые открытия еще только впереди, и новые горизонты появятся, ну вот с появлением новых открытий, с формированием новых вопросов появятся новые горизонты для новых достижений. Только вперед. Спасибо. Только вперед. Мы вас также поздравляем, Иван Петрович. Спасибо. Ну а прямо сейчас прервемся на короткую паузу, мы после которой вернемся и продолжим встречать это утро вместе с вами. Доброе утро! В эфире новости. Школьным классам и группам в детсадах не нужно будет закрываться на карантин и переводиться на дистанционный формат занятий, если в коллективе COVID-19 будут болеть менее 20% детей. Ранее для ведения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка. Как пояснили в Роспотребнадзоре, изменения связаны с особенностями штамма омикрон, при котором заболевание проходит как ОРВИ. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в районах республики по поручению главы республики Айсена Николаева решением оперативного штаба Минздрав открыл Центр дистанционной врачебной аудиоконсультации по вопросам профилактики и лечения острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции. Любой якутянин, проживающий в отдаленном населенном пункте, в случаях отсутствия медиков или медицинского пункта, имеет возможность позвонить в данный центр для получения квалифицированной медицинской помощи. Впервые жители республики смогут без посещения медицинского учреждения получить консультации врачей. Для работы в центре привлечены профессора, преподаватели медицинского института и ведущие специалисты республиканских специализированных медицинских организаций. График работы без выходных и праздничных дней с 8 часов утра до 20 часов. Для получения дистанционной врачебной аудиоконсультации необходимо обратиться по телефону, который вы видите на своих экранах. Звонок бесплатный. Сегодня мы с утра, с 8 утра, 5 преподавателей мединститута, профессора и доценты
сидим на горячей линии. С утра поступает очень много звонков. Ну, звонки приходят очень много из районов, из города Якутска, на которые мы даем квалифицированные, хорошие консультации. Ну, поступают звонки из города Якутска. Вот. Ну, в основном какие вопросы поступают? По лечению. Правильно ли пациент получает лечение? Спрашивают, кроме того, они еще спрашивают по результатам, как, где, как получить результаты и так далее. Поэтому я думаю, что привлечение преподавателей, опытных врачей, которые имеют хорошую квалификацию, я думаю, это большая помощь для населения. Свыше 800 тысяч квадратных метров жилья ежегодно планирует вводить республика, начиная с 2024 года в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда». Об этом сообщил первый зампред Кирилл Бычков. По его словам, в минувшем году республика перевыполнила план по вводу жилья, а уже с 2024 года ежегодно планируется вводить более 800 тысяч квадратных метров. Это, по словам Бычкова, практически по 1 квадратному метру на каждого жителя Якутии. Долгие 7 лет фильм созревал до финишной прямой по пути, обрастая новыми смыслами, наградами на кинофестивалях в разных частях страны и иногда даже слухами и легендами вокруг себя. Новый фильм «Вертолет», снятый по сценарию известного в республике артиста, автора песен Иннокентия Васильева Лагенты, продолжает поднимать вопросы остросоциального характера. Потрясающие своей жестокой красотой кадры берут за живое, проникают в самую душу, окунают в холодные бурлящие воды. И пока главный герой преодолевает себя и попутно неприступные ранние горы, мы решаем для себя, что же собой представляет вертолет. Это символ, связывающий небо и землю, или же олицетворение неименуемого рока. Премьера фильма состоится в кинотеатрах республики 17 февраля. Утро Якутии. Мы вновь с вами. Спасибо нашим коллегам из информационной службы за то, что поделились информацией о событиях в республике и за ее пределов. Но тем временем холода отступают. Весна, она вот уже вот чувствуется в воздухе еще немножко. И зацветут деревья, все позеленеет, будет солнышко светить. Но тем временем у нас есть и зимние забавы, которые как раз вот сейчас самое время. Так, например, катки. Они уже повсеместно заливаются и так далее. Например, в Якутске уже залили озеро Сайсары. Традиционно там часто собирается молодежь. Вообще излюбленное для катания место у студентов и молодых людей. Заливка льда и возведение стены снега были проведены на днях. А вот на площади Ленина идет завершающий этап подготовки катка площадью более 1000 квадратных метров. Здесь установили будку для переодевания и проката коньков. А в самой коробке идет заливка льда. Полностью завершить работу планируют к 14 февраля. Как знаменательно. Мне кажется, 14 февраля будет отличный подарок такой для влюбленных парочек. Провести этот день на катке будет тоже прекрасно. Романтично. Романтично. Тем более после долгой зимы. Засиделись мы дома, пора уже свежим воздухом дышать. Между тем, молодежь Якутии приглашает принять участие в разработке дизайна билетов с национальным колоритом. Об этом конкурсе, его условиях, других проектах молодежного правительства поговорим с членом молодежного правительства Республики Саха-Якутия. С нами на связи Ираида Хань. Ираида, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ираида, расскажите, откуда пришла идея для конкурса и что, по вашей задумке, должно дать в результате внедрения билетов с национальным колоритом? Вообще, что они из себя представляют? Вот задумка началась у нас с того, что у нас был 8-й съезд командировочный молодежных правительств Дальневосточного федерального округа по России. Наши коллеги, когда прибыли в Хабаровск, у них был, получается, посадочный билет. Он был довольно колоритный, красивый, необычный, с цитаты нашего императора Николая II. Мы вдохновились этим и решили, почему бы и нам в наших билетах не иметь свой собственный колорит, якутский, чтобы понять имидж нашей республики.
Ну, вообще расскажите о Ага. самом конкурсе, его условиях, кто в нем может участвовать, как проходит это участие, то есть куда-то работу свою нужно отправить. Вот, молодежное правительство организует данный конкурс с целью для того, чтобы выявить активную и творческую молодежь. Принять участие может любой гражданин Республики Саха-Якутия от возраста 16 до 35 лет. Молодые художники, дизайнеры. Они могут придумать собственный дизайн, нарисовать его, допустим, в электронном виде или в традиционном, смотря куда лежит его душа. Главным критерием, получается, является на формате 16:9, потому что эти данные дизайны билетов будут напечатаны как и на билетах аэропорта Севера, и на филармониях, и в билетах театрах, и различных билетов, где есть контрольный. Получается, им необходимо создать так свой дизайн, чтобы главная часть была где-то их сам дизайн, рисунок, и другая часть, где, получается, контрольный отрыв будет. Мы делаем акцент именно на рисунке. Получается, критерием является это актуальность материалов, степень использования исторических материалов. Также обязательно должен быть информационный уголок о столетии Якутской АССР, а также проявить свою гражданскую позицию в данном творчестве. Ира, скажите, а есть ли у вас уже договоренность с конкретными организациями, компаниями, вот, которые будут печатать, размещать рисунки, работы на билетах? Договоренность у нас имеется. Получается, у нас довольно сжатые сроки данного конкурса с 27 января по 10 февраля в связи с тем, что уже победитель дизайна будет распечатан на ФКП с аэропорта Севера. И потом в дальнейшем, еще чуть погодя, потому что у них уже заказ есть на стандартный билет, но этот дизайн наш новый, который будет победителя, он будет также напечатан и на филармониях Якутии, и на театрных билетах, и билетах нашего городского аэропорта. Интересно, а кто будет оценивать работы и выбирать лучших победителей? Оценить работы будет, получается, жюри, который будет состоять из Министерства культуры, аэропорта Якутии, это акционерное общество, аэропорта Севера и Министерства молодежной политики. Ну, такой вопрос. Все-таки конкурс, скажем так, он больше за патриотические чувства или предусмотрены какие-то призы, которые могут получить участники, чьи работы будут приняты, да, к исполнению, скажем так? Ну, в любом случае, это когда человек создает, он же вложит в свою душу часть себя, можно сказать, в историю нашей Якутии. Его дизайн будет распечатан, он останется в истории. Ну, конечно же, у нас есть генеральный спонсор, который предоставил нам билет с Якутск, Санкт-Петербург, Якутск. Получается, у него сроки будут с 15 апреля по 15 мая. Победитель сам уже по договоренности, как ему удобно, выберет на те сроки, чтобы полететь в Питер. То есть, в принципе... И получается... подождите, пожалуйста. У нас еще дополнительные есть призы от других наших спонсоров, которые они предоставят билеты для первых, вторых, третьих места на культурные мероприятия. Это, допустим, музеи, театры, в зависимости, куда они желают. А также с первой, второй и третьей места, кто займет, они будут включены в кадровый резерв молодежного правительства Республики Саха-Якутия. Вот говоря про главный приз, получается, что в принципе есть даже возможность человеку, чей дизайн станет лучшим, просто потом вживую уже этот дизайн сразу же и увидеть. Да. Ираида, давайте еще раз напомним, да, до какого числа нужно успеть отправить свою работу и куда, где ознакомиться с условиями подробнее. С условиями подробнее вы можете ознакомиться на нашей странице Instagram. Получается, молодежное правительство Республики Якутия. Там есть довольно подробная инструкция. Если у вас возникнут вопросы, можете задать вопросы в директ. Сроки у нас, получается, работа принимается до 10 февраля включительно. И ваши работы, если вы не знаете, где можете сделать, вы можете взять А4, нарисовать и отправить нам. Мы сами его сделаем в электронном виде, чтобы можно было распечатать.
Ираида, спасибо большое, что в это утро были с нами. Надеемся, что действительно много работ будет из чего выбирать. Ну и победит, естественно, самый что ни на есть лучший вариант. Спасибо еще раз. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Ну вот тем временем, знаешь, что оказывается, скоро может произойти в мире дефицит кофе. Ты пьешь кофе по утрам? Я пью кофе, и это меня разочаровывает И я немножко. уже вижу вот этот ужас в твоих глазах. Слава богу, кофе я пью редко, не такой фанат. Но вообще ученые Швейцарии предрекли, исследования провели, точнее, которое показало высокую вероятность происшествия именно дефицита кофе в будущем. По прогнозам экспертов, мир может лишиться половины лучших земель для выращивания кофе. Как следствие, возможен и острый дефицит производного напитка. Конкретно в Бразилии, где сконцентрирована большая часть производства, из-за изменений климата непригодными могут стать до 79% культивируемых земель. В настоящий момент 80% кофе выращивается на фермах площадью менее 2 гектаров, расположенных в Африке, Латинской Америке и Азии. Согласно модели, которую рассмотрели ученые, падение объемов выращивания кофе наступит уже через несколько сезонов. Наиболее катастрофическая ситуация может оказаться для 125 миллионов человек, напрямую связанных с производством или транспортировкой напитка. Между тем, эксперты советуют не принимать более 6 чашек кофе в сутки. В небольших же дозах кофеин улучшает когнитивные функции человека. Думаю, многие об этом знают. Вот говоря про дозировку, говоря про ужас в твоих глазах, когда ты услышала про дефицит кофе, вопрос такой: сколько чашек кофе в день ты выпиваешь? Знаешь, я, кстати, к счастью, сократила дозу, если так можно сказать. Да, и думаю, что делаю я все правильно ввиду последних событий. Одной чашки в день мне достаточно. Это по утрам. замечательно. Но я на самом деле примерно в таком же диапазоне. Мне хватает порой одной чашки раз в 2 недели. Не знаю, Ну, а как. об истории употребления кофе и правильном произношении некоторых популярных видов кофе в нашей рубрике постоянно говорим правильно. Доброе утро, дорогие телезрители! Как известно, кофе проник в Россию с 2 сторон, с востока и с запада. Этим объясняются 2 традиции употребления этого напитка. Западную традицию привнес Петр I, который пристрастился в Голландии к этому напитку. Это произошло в 1697 году. А с 1718 года кофе стал обязательным атрибутом ассамблей, то есть дворянских балов. Надо сказать, что российской аристократии кофе не сразу пришелся по вкусу. Он был дорогим и горьким. С тех пор прошло уже более 300 лет, и кофе стал очень и очень популярным напитком. Не менее популярны и напитки, основанные на кофе и молоке. Названия этих напитков, как правило, иностранные и вызывают затруднения. Например, латте. Латте – это напиток на основе молока и крепкого черного кофе. Надо сказать, что латте образовалось от итальянского слова «латте» – молоко. И долгое время это слово не было, скажем так, узаконено в русском языке, потому что оно было новым. Однако оно появилось в словаре Лопатина орфографическом и уже требует определенного произношения и написания. Оно стало нормированным, кодифицированным. Итак, в слове «латте» ударение всегда падает на первый слог «латте». Более того, в этом слове есть удвоенные согласные «т», которые нужно произносить твердо «латте». Давайте говорить правильно. Всего доброго! В любом случае, говоря про кофе, главное, чтобы не экспрессо. Если вы понимаете, о чем я. Тем временем наша грамотность зависит, оказывается, от многих факторов. К такому выводу пришли французские ученые. Они провели исследования, лингвисты. В общем, пришли к выводу, что грамотность зависит от пола человека. Так, например, согласно исследованиям, женщины более грамотны, чем мужчины. Соотношение примерно 50, ну вот если из всех опрошенных взять женщин и мужчин, 50% женщин грамотны, а среди мужчин только 46%.
Да, но есть и другие, порой странные зависимости. Например, более грамотны те, кто хуже ориентируется на местности. Но главный вывод в том, что принципиально важна младшая школа. Именно в начальных классах формируется основа грамотности. Да, так что кто хорошо в школе учится, тот, как правило, уже имеет больше шансов стать более грамотным. При этом, кстати, девятиклассник, вот говоря про грамотность, видимо, человек учился очень хорошо в школе, не только грамотный, еще и умный. Девятиклассник Вячеслав Визила из города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области работает над созданием робота-сиделки CyberLife, ну или KiberLife, какого угодно. Для помощи пожилым людям этот робот создается, и Вячеслав и его научный руководитель рассказали нашим коллегам из Ратли об идее создания робота, его предназначении и планах по реализации вообще этого проекта. Робот осуществляет медицинские услуги. То есть принести прибор, подать лекарства, те, которые нужны пациенту именно в этот момент времени. Настройка будет производиться так, что из контейнера будет выпадать в определенное время именно тот препарат, который уже мы заложили. Научный руководитель добавила, что в идеале KiberLife станет отличной домашней сиделкой, которая будет автоматически приезжать в определенное время к человеку, оглашать, что ему нужно сделать, а при желании и беседовать с пациентом, благодаря встроенному голосовому помощнику. Для того, чтобы управлять роботом, будет создана специальная команда, которая настраивает робота, значит, пополняет его гаджетами, которые необходимы для конкретного пациента. То есть есть люди, которые будут обслуживать этого робота, и пациенту совершенно не нужно вникать во все. Создатели рассчитывают, что робота удастся запустить в массовое производство после получения необходимого финансирования. Идея его создания появилась у молодого человека после лекции Владимира Каляева. Тогда школьник вспомнил случай из детства, когда его дедушка забыл вовремя принять лекарство и почувствовал себя плохо. Мне стало очень интересно абсолютно всех людей с какими-либо заболеваниями, пенсионеров, отгородить от этих возможных случаев из-за человеческого фактора. И поэтому почему бы не попробовать создать проект, который будет действительно приносить людям пользу. По словам Вячеслава, тестовый образец робота создан из подручных материалов – шасси, программируемых на определенные команды процессоров, тонометра, контейнера для лекарственных препаратов и телефона с видеокамерой. Для испытаний тестового образца предполагается, что пациент будет ходить в одежде красного цвета, чтобы робот мог следовать за ним. Однако Визила рассчитывает, что после детского научного конкурса фонда Андрея Мельниченко удастся улучшить систему посредством технологии карты территорий, которая освободит пациентов от использования красных атрибутов. KiberLife сможет самостоятельно записывать и отправлять лечащему врачу измеренные показатели давления, чтобы отслеживать динамику состояния пациента и корректировать лечение. Окончания проекта ждут и родные бабушка с дедушкой Вячеслава. Они поддерживают школьника и полагают, что робот-сиделка сможет существенно облегчить им жизнь. Вот моя половина, она ходить не может. А если бы этот робот миленький, желанненький, сам подъезжал и напоминал, что нужно вот это вот выпить, и вовремя, и то, что нужно, так это было бы просто прекрасно. Я вроде хожу, вот, но другой мой недостаток я могу забыть. Сообщается, что KiberLife будет всегда сопровождать своего подопечного и сможет помочь в любой момент. У робота также предусмотрена функция СОС. Если у пациента резко изменились показатели состояния здоровья, робот-сиделка вызовет доверенный контакт или экстренные службы. Вот, наверное, можно с уверенностью сказать, что вот мальчик, который уже фактически он наукой уже занимается, я думаю, то, что предстоит школьникам, приходится испытывать каждую весну, лето, это, конечно же, ЕГЭ. И вот как раз-таки об изменениях в ЕГЭ мы сегодня поговорим с министром образования Якутии Ириной Любимовой. Она с нами на связи. Ирина Павловна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Меня слышно? Слышно. Слышно. Ирина Павловна, какие же изменения ждут нынешних выпускников в ЕГЭ и какие сроки планируется проведение экзаменов?
Еще раз доброе утро. В этом году ЕГЭ будет, есть свои изменения. И ОГЭ тоже есть. Каждый год у нас бывают изменения. Но хочется сказать, что на самом деле сегодня уже вовсю подготовительная работа у нас идет в республике. Дети наши, выпускники, будут сдавать 2 обязательных экзамена: русский язык и математика, а также по выбору. Они сами будут выбирать, сколько количество сдающих экзаменов и какие предметы это будут. Определенное, такого нет, чтобы обязательно 2 по выбору было или 3 было. В этом году такого нет. Основной период это 26 мая по 2 июля. И дополнительный обычно бывает это в начале сентября месяца. Ирина Павловна, а что касается детей с ограниченными возможностями здоровья, какие-то вот изменения, как они вообще будут сдавать в этом году единый государственный экзамен? Для них, значит, экзамены тоже по выбору, или они могут, если здоровье позволяет, единый государственный экзамен сдать, или, значит, итоговый экзамен могут сдать, выпускной экзамен. Вот, поэтому для них формируется не только база данных, да, но и особые условия для них организуются. Это, значит, питание наших детей, вот, и, значит, оказание вовремя медицинской помощи должно быть у нас, и по времени у нас немножко время, продолжительность экзамена на 1,5 часа увеличивается. Раздел говорения по иностранным языкам на 30 минут тоже увеличивается. В общем, все условия по федеральному, значит, порядку проведения государственной итоговой аттестации у нас формируются. Ирина Павловна, не первый год ходят разговоры об отмене единого государственного экзамена. Насколько такие разговоры имеют основу, силу, и есть ли помимо ЕГЭ другие способы оценки качества образования? Такие разговоры, конечно, идут, но на самом деле на уровне Российской Федерации пока не принимаются какие-то меры об отмене. Наоборот, сейчас сдавать ЕГЭ стало как-то удобнее, потому что, во-первых, это все равно школьный уровень, школьная программа сдается, и условия ежегодно, контрольно-измерительные материалы ежегодно с учетом, значит, мнения учителей обсуждаются и принимаются, значит, такие варианты, которые, конечно, сейчас наиболее подходят и по физиологии, психологии, знаниям ребенка. Поэтому последние годы, наоборот, у нас улучшилось и качество сдачи государственных итоговых экзаменов. Вот. Ну и к этому мы долго готовимся. Ребенок не только в 11 классе сдает ЕГЭ, ребенок всю свою школьную жизнь сдает такие формы. Но есть контрольно-измерительные такие мероприятия, которые, например, 4-е, 10-е классы у нас сдают ВПР, как вы знаете, да, или, например, вот как у нас есть оценивание НИКО, тоже выборочно идет в разных классах. Это национальное исследование качества образования. В завершении нашей беседы буквально в 2 словах, как министр, что пожелаете вот выпускникам, которые в этом году будут сдавать ЕГЭ, может быть, что-то родителям, какие-то советы можете дать? Требования, которые у нас сегодня есть, последние 2 года, они будут соблюдены обязательно. Это, во-первых. Во-вторых, сегодня пока идет вот установка, что ЕГЭ будут сдавать все у нас, все выпускники 11 классов. 2 года у нас сдавали выпускники, которые поступают в высшее учебное заведение, а в этом году будут сдавать все. И надо сказать, что в этом году ЕГЭ будут сдавать те дети, которых в 9 классе ОГЭ не сдавали. Поэтому сейчас особое внимание надо уделять нашим детям, которые должны готовиться ежедневно к экзаменам. Это и, надо сказать, если ребенок не сдал ОГЭ, вот 2 года назад, да, теперь вот для него будет, за 4 года работы, учебы в школе, первый раз вот сдают такой экзамен. Поэтому надо создавать дома условия, чтобы дети побольше занимались учебой,
все условия, интернет, чтобы был, да, у ребенка были средства обучения. Вот такие мои пожелания родителям и детям, чтобы они были готовы. Ирина Павловна, спасибо вам большое за подключение. Напомним, об изменениях ЕГЭ мы говорили с министром образования республики Ириной Любимовой. Ну, на самом деле, да, для школьников достаточно такая стрессовая история. Как правило, каждый год единый государственный экзамен – это серьезная такая вещь. Я ее еще на стадии эксперимента застал. После, вот как раз я выпустился из школы, и на следующий год это стала история вся обязательной. Поэтому в какой-то степени считаю, что мне повезло. Да, а я тоже вот вспоминаю время ЕГЭ как очень такой один из стрессовых периодов в моей школьной жизни. Благо, больше, надеюсь, в жизни мне не придется. Да. С другой стороны, эта вся история уже настолько давно в системе образования, именно мы говорим про единый госэкзамен, что, да, как было сказано, уже чуть ли не с 4 класса дети уже готовятся каждый год, какие-то у них подобные тестирования, какие-то аттестации проходят, то есть какое-то представление... Да, уже ребенок, в принципе, готов. Нет какой-то неопределенности, которая была 20 лет назад вот на стадии тех же экспериментов. То есть есть плюс в этом. Всем выпускникам этого года мы, конечно, пожелаем удачи в сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Не переживайте сильно, все будет хорошо. Прямо сейчас прервемся на небольшую паузу, после нее вернемся. В эфире новости. Доброе утро. 7-дневный карантин для лиц, контактировавших с больным коронавирусом, больше не требуется при отсутствии симптомов как коронавируса, так и ОРВИ, следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Также в постановлении говорится, что заболевших коронавирусом будут выписывать без проведения контрольного теста в случае, если они будут находиться на лечении дольше 7 дней. Если пациента выписывают раньше, он должен сдать тест на COVID-19 не менее чем через 3 дня после подтверждения диагноза. Новые правила уже вступили в силу. Семьям, у которых родился второй и третий ребенок, назначается региональный и республиканский мат-капитал. Так, региональная денежная поддержка была установлена в 2019 году. С тех пор региональный материнский капитал в городе Якутске получили более 11 тысяч семей, а республиканский был выдан 3,5 тысячам семьям. С этого года размер этих двух социальных выплат увеличен. Теперь у семей, у которых появился третий ребенок, будут получать сертификат на сумму 144 тысячи рублей. А размер регионального мат-капитала будет составлять 157 и 207 тысяч рублей. Но самым популярным направлением в республиканском материнском капитале семья является это улучшение жилья, покупка жилья и ремонт жилья. Вторым направлением является покупка автотранспорта. Покупка автотранспорта именно предусмотрена при республиканском материнском капитале семья, что граждане часто путают. При региональном материнском капитале при рождении второго ребенка данного направления нету. Направление регионального материнского капитала зависит также от пенсионного фонда. То есть они идентичны, кроме пенсий. Вот, направления такие же. В столице республики представили нового прокурора. На эту должность по приказу генерального прокурора страны в конце прошлого месяца был назначен Антон Николенко, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Биробиджане. В столице еврейской автономии он проработал 2,5 года. Отметим, что ранее прокурором Якутска был Владислав Денисюк, который в 2020 году перешел на работу в Камчатку. Обязанности руководителя надзорного ведомства временно исполнял Дмитрий Тен. Как сегодня сообщил новый прокурор столицы, в первую очередь работа будет нацелена на основные направления деятельности ведомства, которым будет уделено повышенное внимание. Конечно же, мы уделим вопросам ЖКХ в первую очередь. Это реализация национальных проектов, надзор за несовершеннолетними, профилактики работы с данной категорией граждан. Кроме того, посмотрим по состоянию преступности, какие необходимо будет меры принимать по координации деятельности с правоохранительными органами. Будет выстроено конструктивные взаимоотношения с ними. И в первую очередь вся наша работа будет нацелена на то, чтобы улучшить состояние жизни и законности жителей города. С
Специальные показы якутского фильма «Нуча» состоятся в марте в 5 городах России. Так, картину покажут 4 марта в Новосибирске, затем 7 числа в Санкт-Петербурге. В якутский фильм смогут увидеть уже 10 марта. 2 днями позднее в Москве 13 числа показ пройдет в Екатеринбурге. Прокат по всей стране начнется 17 марта. Напомним, фильм о жизни якутской семьи и каторжника стал номинантом Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» в номинации «Лучший фильм». Имена победителей станут известны уже очень скоро. На этом все. Хорошего дня. Спасибо, Валерия. А если вы постоянно смотрите наши утренние эфиры, то наверняка следите за традиционной рубрикой «Книжная полка». Раз в месяц Национальная библиотека проводит викторину для самых внимательных зрителей. И сегодня мы подготовили для вас очередные вопросы. Доброе утро! По традиции мы по 3 прошедшим выпускам зададим вам 3 вопроса, на которые вы должны будете ответить и получить приз от Национальной библиотеки Якутии. Итак, в прошедшем выпуске мы рассказали вам о фантастической юмористической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Итак, внимание, вопрос. Кем работал главный герой повести Александр Привалов? Во 2 выпуске наша юная читательница рассказала о книге Бриджит Лукияни «История одного дерева». Внимание, вопрос. Как зовут дикого кота, который выдает себя за другого? Следующий выпуск был посвящен трудам этнографа Ивана Александровича Худякова из фондов Национальной библиотеки Якутии и был приурочен к 180-летию со дня его рождения. Внимание, вопрос. Назовите 2 наиболее большие работы Худякова, которые написал он, будучи в Верхоянской ссылке. Желаем удачи. Ждем ваших ответов на нашу электронную почту victorina.nb@mail.ru. Тем временем в России начинают постепенно снижать вот эти, не сколько даже ограничения, сколько режим для тех, кто заболел коронавирусом. Во-первых, почти теперь, фактически, да, не нужно изолироваться тем, кто был в контакте с заболевшим человеком. Количество больничного сократилось до 7 дней для тех, кто болеет в легкой форме. В общем, наверное, смело можно говорить, что пандемия постепенно, так или иначе, несмотря на цифры, именно сложность болезни, она становится легче. Но сама же пандемия, она, конечно, по нам сказалась. И сказалась не только на людях, сказалась даже на животных. Так, например, в дагестанском Дербенте из-за ковида закрыли местный цирк, и животные остались не у дел. Крымский фотограф Анна Левченко приютила одного из питомцев этого цирка, притом не какого-то мелкого, а огромного двугорбого верблюда, и перевезла животное к себе. О том, как сложилась его дальнейшая судьба, далее в сюжете. На протяжении многих лет Анна и ее муж увлекались лошадьми. Пару месяцев назад семья наткнулась на необычное объявление. Тогда цирк Дербента выставил на продажу верблюда с милым прозвищем Зуля. По словам Анны, животное им сразу понравилось. Из-за ковида позакрывались цирки, а Зуля раньше работала в Дербентском цирке, довольно большом. И 2 года она стояла без работы. Все эти 2 года она провела в конном клубе в Дагестане, под Дербентом. И ее решили продать за ненадобностью. На объявление о продаже случайно наткнулся муж. Она ему очень сильно понравилась. Да, и вот так вот через пару недель она к нам приехала. Зуля сейчас живет в селе Мраморное, недалеко от Симферополя. По словам Анны, животное быстро адаптировалось к новому климату и теперь чувствует себя как дома. Задач у нее как таковых нету. В основном она позирует у нас на фотосессиях. Я занимаюсь съемкой, фотографирую детей, семьи. Иногда сдаю ее в аренду другим фотографам. Так она катает детей, когда хорошее настроение. Как отметила хозяйка, характер у Зули хоть и покладистый, но свободолюбивый. Большую часть своего времени верблюд не любит стоять в конюшне и проводит его на свежем воздухе. Когда мы ее покупали, нам сказали, что у нее характер вафли. У нас верблюд с характером вафли. То есть довольно спокойная, на лошадей она не нападает, пони тоже не обижает. Пони у нее иногда сено отбирают. Да, она не против. Местные жители тоже успели полюбить Зулю. Многие стали ласково называть ее булочкой.
Как считает Анна, вместе с мужем им удалось спасти животное от скучной жизни в цирке. По ее мнению, в теплое время года Зуле еще больше понравится гулять по траве на полуострове. То ли от скучной жизни, то ли от буйства фантазии московские художники создали дорогу в никуда. Такой, значит, минималистический арт-объект под названием «Никуда» в виде 250-метровой красной дорожки появился в подмосковном парке Малевича, что как бы немножко иронично. Арт-объект, который представляет собой красную дорожку, выполненную из полипропилена, является частью ленд-арт проекта «Белый лес». Инсталляция была создана художником и скульптором Григорием Ореховым. Среди заснеженного природного пейзажа яркое полотно, проложенное по Липовой аллее, кажется бесконечной дорогой, ведущей в таинственные части парка. По информации администрации парка Малевича, экспозиция «Белого леса» будет открыта до 1 марта. Весной организаторы обещают удивить посетителей новой креативной выставкой. Куда же будет следующая уже весенняя дорога? Ну, может попытаться погадать, если сейчас зима, дорога в никуда. Весенняя красная дорога, ну красиво, да? На фоне белого снега. Да. Ну, в принципе, мне кажется, можно одну и ту же вот эту красную дорожку оставить на все 4 сезона и говорить, что это 4 разных арт-объекта. Ну, в любом случае, да, какое-то вот абстрактное видение художников, оно действительно здесь сыграло. Мы видели эти кадры, вот эта дорога действительно... Кто вот о чем говорится в названии, то, собственно, и происходит у вас перед глазами. В никуда, куда-то дорога. При этом красивая, прекрасная. Ну, а якутянам сама природа преподнесла в эти дни завораживающий сюрприз. Жители сразу нескольких районов Якутии смогли увидеть северное сияние. В Оленёкском районе местами свечения наблюдались с середины января. Но яркие переливы смогли увидеть в Алайховском, Аймиконском, Момском, Вилюйском, Нюрбинском районах. Многие выложили видео и фото удивительного природного явления на своих страницах в соцсетях. Так, наш коллега Руслан Ачиров, который сейчас находится в командировке в Аймиконе, тоже запечатлел северное сияние на свою камеру. А как объясняют ученые, северное сияние – это результат вторжения заряженных частиц, это электроны и протоны, в верхнюю атмосферу Земли, пришедших от Солнца. Собственно, эти электроны, протоны приходят. При этом основное свечение вызывают атомы кислорода, зеленый и красный цвет, а молекулы азота – фиолетовое свечение и красный нижний край свечения. Как правило, вот это северное сияние проходит на высоте от 100 до 400 километров. То есть вот настолько высоко вот эта красота происходит. Вообще наблюдать такое вживую. Ну, ты хоть раз, сказать, видела вживую? Я вот хотела тебе задать тоже вопрос. Вот мне не посчастливилось еще ни разу увидеть северное сияние. А тебе? Мне довелось. Это был единственный раз, причем вообще случайно. Выглядело это следующим образом. Это был где-то август месяц, если я не ошибаюсь. То есть даже не только зимой летом, бывает. Да? Это было лето, темные ночи уже в Якутске, буквально с района... И оно тоже было таким вот ярким, насыщенным. Ну, оно было не таким ярким, насыщенным, но оно было такое блеклое, но это было северное сияние. И буквально с района пляжа городского я увидел что-то непонятное и отправился на Усть-Хатын. И оттуда в полной темноте, отсутствие иллюминации, было видно более-менее хорошо. Ты был уверен, что это было северное сияние? Нет, я не был уверен, что это было северное сияние. Мне просто было нечего делать. Как, в принципе, все замечательные вещи со мной в жизни происходят по этой причине. Да, ну а мы желаем вам хоть раз увидеть, кто тоже не видел ни разу, это необычайно красивое погодное явление. Наверное, все-таки... Ну, хоть раз в жизни надо его увидеть, я считаю, да, дорогие друзья. Волшебное явление, действительно. Да, на этом наш эфир подходит к концу. Утро вместе с вами встретили. И опять же, возвращаясь к началу нашего эфира, хочется еще раз поздравить всех работников науки с вашим профессиональным праздником, пожелать вашим работам всегда доходить до конца, находить признание, находить реализацию, спрос у человечества и двигать цивилизацию дальше вперед, желаю, конечно. Да, с праздником! Всем хорошего дня, отличного настроения. До завтра!